Тилек Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю Национального банка? Нет вопросов. Самат Кыштобекович, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста. Чинар Старбеков. Скажите, пожалуйста, вы как представитель Национального банка, со стороны банков, вы сравнивали режим банковской тайны и налоговой тайны на сохранность информации? Хотелось бы отметить то, что вообще на стадии согласования именно внесение изменений в налоговый кодекс или вообще касательно законодательства, касающегося банковских правоотношений, в том числе и банковской тайны, от имени банков и различных поднадзорных Национальному банку юридических лиц выступает именно ассоциация, к примеру, Союз банков Кыргызстана. Вот они в основном выражали свою позицию именно в этой части. Именно в части Национальный банк хотелось бы отметить то, что согласно статье 67 закона о банках банковской деятельности указано то, что налоговые органы являются лицами, которые обладают правом доступа к банковской тайне в соответствии с налоговым законодательством. То есть законодатель, он уже на своем уровне указал то, что порядок получения налоговыми органами возможен. Он отнес его к числу лиц, которые имеют правом доступа к банковской тайне в порядке уже конкретно указал то, что именно эти правоотношения и доступ будут регламентироваться банковским законодательством с учетом особого, то есть правового статуса налоговых органов. С учетом этого, то есть вот так ситуация происходит, как вот так законодатель заложил. То есть вы соглашаетесь с этим законодательным регулированием и не считаете, что, скажем, пределы банковской тайны в этом плане сужаются или каким-то образом умаляются? Ну, в целом закон о банках, банковской деятельности, то есть он, как я еще раз отметил, он уже как бы налоговый орган уже отнес к лицу, к тому перечню лиц, которые обладают правом доступа. Но у них чуть особость, то есть именно к остальным подведомственным Национальному банку лицам или лицам, которые обладают правом доступа, то есть основы заложены в самом законе. Но именно в части налоговой, то есть порядок был определен, то, что определяется в соответствии с налоговым законодательством. Что и было как бы законодательно сделано именно с учетом статьи 146. Нет больше вопросов. У меня к вам вопрос. Существует ли какое-то противоречие, скажем, вот, в установлении вот этого порядка предоставления различного рода сведений между коммерческими банками, да, и налоговыми органами? Чуть не понял вопрос. Существует ли противоречие или противостояние определенное, да, вообще в правовом регулировании взаимодействия коммерческих банков? Кто-то вообще проявляет какое-то недовольство там в связи с необходимостью предоставления тех или иных сведений. На что они ссылаются? Вот, известно ли вам, вот, как Национальный банк, который, в общем-то, обеспечивает надзор и вообще над деятельностью всей банковской сферы? Затрудняюсь ответить, потому что в полной мере данной информации не обладаю, чтобы не вводить в заблуждение суд. Ну, хорошо. Вам известна позиция Союза банков? Вот, говорят, что несколько публикаций было по этому поводу. Национальному банку известны эти вещи? Вы работаете вообще над этими вопросами? Именно в части которых публикаций я не видел, комментарий не могу дать, но вместе с тем хотел... В части имеется в виду вообще взаимодействие, да? Взаимодействие коммерческих банков, о чем Национальный банк должен быть в курсе. Он должен анализировать эти вещи, да, во всех взаимодействиях не только с налоговыми органами, а вообще с органами государственной власти. Речь вот о чем идет. Я поэтому спросил в вопросах правового регулирования, да, которые регулируют все формы взаимодействия коммерческих банков со всеми государственными органами. Но в данном случае хотя бы с налоговыми органами. Именно в этой части, в предоставлении вот сведений, касающихся банковской тайны, сохранности персональных данных. В этой части... Вы же согласились, правильно, да? Национальный банк выразил правовую позицию, что эти нормы не противоречат Конституции. Да. И вот одно из обоснований вас, как Национального банка,
Именно вот это мы хотим услышать от вас. Не просто то, что вы написали, и не просто то, что вы сейчас сказали, резолютивную часть своей позиции выработанной. Именно хотелось бы отметить то, что, насколько я знаю, вопрос именно взаимодействия по рассмотрению вот этого положения, порядка, который принимался, принят Национальный 4 банк хорошо принимает участие при разработке каких-то норм правового регулирования, которые касаются деятельности коммерческих банков и в данном случае налоговых органов. Вот когда Вы как руководитель правового подразделения Национального банка. Хотелось бы отметить то, что когда вот этот порядок принимался, представители Национального банка участвовали в разработке, именно не то, что в разработке, именно в согласовании. Представители банковского сектора и платежных организаций также принимали участие. И есть какую взаимодействие позицию было. они выразили в целом по этому поводу? Можно я уточнюсь у коллег, просто я в этой... Вы не в курсе, кто знает об этом, об этой ситуации? Хорошо, тогда мы с вами закончим и пригласим вас к трибуне, чтобы вы ответили на этот вопрос. Хорошо? Присаживайтесь.